Это китайский стиль ландшафтного проектирования, философия фэн-шуй, а также даосизм, конфуцианство и лао-цзы. Это продолжение курса лекции «История дизайна своими глазами». В начале лекции хотелось бы вспомнить цитату из Конфуция, блеснуть китайским. Что означает «красота есть во всем, но не всем дано это видеть». Эту цитату из работ Конфуция приписывают ему, хотя многие сомневаются. Есть еще ряд замечательных цитат. Например, «Давай наставление только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество». По мнению китайских ученых, существовало много периодов древней истории искусства Китая. Назову 5. Искусство периода Лянг-Джу. Это 3400 год и 2250 год до нашей эры. В этот период найдены артефакты, самые ранние диски Би. Они относятся к периоду неолита. О дисках-паспортах я, как о художественных произведениях, я расскажу чуть позднее. Пока, значит, периодизация. Второй период, это называется эпоха Шан-Инь. Так называемое раннее царство, существовавшее с 2100 по 1554 год до нашей эры на землях к северу от выхода реки Хуанхэ на Великую Китайскую равнину. Третий период – это период Джу с 1045 года до нашей эры по 2021 год до нашей эры. Бронзовые и являются как бы едиными на всей земле, вдруг стали в совершенстве владеть выплавкой металла. Четвертый период – это эпоха Цинь, 2021-2007 год до нашей эры. Пятый период, эпоха Хань, открывает нашу эру. Это 2006 год до нашей эры и 2020 год нашей эры. Здесь отсутствует понятие Рождество Христово, первый год нашей эры. Для китайцев это непрерывная линия времени эпохи Хань. Летоисчисление здесь было по-другому, но в современном мире они принимают это летоисчисление, которое стало международным, европейским временем. И как бы мы вот описываем годами до нашей эры. Эпоха Цинь и Хань являются самыми обильными в артефактах. Для дизайнеров представляет огромный интерес разнообразные археологические находки этих периодов. Среди них и бронзовые сосуды для ритуальных жертвоприношений, где сформировались основные виды и формы сосудов. На них присутствует разнообразная символика, узоры, орнаменты, которые говорят о величии этой цивилизации и о том уровне, в
котором достигл орнамент, значит, узоры, искусство. Символика узора очень высокого художественного уровня и высокого дизайнерского уровня. До нас дошли также ритуальные нефритовые пластины, нефритовые ножи и диски Би, а также бронзовые зеркала. Они существовали в Китае еще в древние времена, только позднее они появились в Европе. Китайцы также совершенствуют обработку драгоценных и полудрагоценных камней, в частности, малахита, яшмы и нефрита. Большинство дисков Би делались из нефрита. Понятие Би – это очень своеобразное явление. Это удостоверение или документ хозяина. Самые ранние диски Би относятся к периоду неолита, в частности к периоду Ланчжу. Позднейшие образцы датируются периодами династий Шан, Чжоу и Хань, а также изготавливались они из различных материалов, в том числе и из стекла. Узоры на дисках символизировали божество, ассоциирующееся с небом, а также с силой и талантами, которыми владелец Би хотел приобрести. Будучи очень дорогими предметами искусства, диски Би свидетельствовали о власти и могуществе своих владельцев-аристократов. Они были символами чести, достоинства и своеобразными паспортами, удостоверяющими права владычества над, значит, этой территорией и статуса в обществе. Когда одно государство захватывало других аристократов другого государства, то диски Би передавались как трофей и символ покорности и подчинения. И, значит, соответственно, все аристократы и воины завоеванного государства, они становились подданными. Этот период интенсивных войн, воюющих государств, он приводил к тому, что государства объединялись, укрупнялись, и в конце концов было сформировано ядро Великой Китайской империи. Заметно огромное влияние китайской культуры и дизайна на ближайшее окружение. На страны Юго-Восточной Азии, на Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Корею, Японию. Вообще культура Японии считается и самостоятельной, но она во многом вторична. Почти все, что сделано в Японии, оно так или иначе имеет свои корни в китайской культуре. Важнейшим элементом изучения культуры Древнего Китая являются погребения. Это очень сложные сооружения. В отличие от Египта, они не строили пирамиды, они погребали вот все свои артефакты глубоко под землю и насыпали сверху холм, чтобы скрыть это погребение. Погребение – это подземные сводчатые помещения с керамическими моделями домов, лодок, с фигурками людей. Они встречаются в разные эпохи, но своей вершины они достигли при императоре Цинь Шихуанди. Здесь мы наблюдаем разнообразные виды декора, стен, погребений, росписи, рельефы. Знаменитая терракотовая армия. Это огромные, значит, залы. В 3 залах находятся скульптуры 8000 солдат, слепленных, вероятно, с натуры, которые обладают индивидуальными чертами лиц. Они огромного веса, до 200 килограмм, а также 130 колесниц, запряженных 520 лошадьми, 150 кавалерийских лошадей, большинство из которых реально захоронены возле мавзолея Цинь-Шихуанди. Здесь имеются, вместе с ними были заживо похоронены не только вот сами лошади, но и 48 наложниц императора. Видимо, император хотел
весело очень жить на том свете, так сказать, окруженный и армией, и красотой. Ну, вот такие были странные представления о загробном мире. Помимо этого, здесь мы находим разнообразные скульптуры животных, журавли, бронзовые утки, птицы и другие скульптуры. Это богатый материал и источник вдохновения для дизайнеров современного Китая. Источник вдохновения, он расположен не только в артефактах, но и в письменных источниках. Сложность погребения в том, что есть наземная часть и подземная. Наземная цитан предназначена для поклонения и общения с духами предков. Они бывали очень большими и разнообразными. Например, аллея духов, предназначенная для жертвоприношений. По краям аллеи располагаются разнообразные скульптуры священных животных, крылатых коней, разнообразных, значит, деятелей этой династии, воинов, ученых. Китайская цивилизация имеет самую древнюю письменную зафиксированную историю. Надписи на гадальных камнях, на щитах-черепах уходят в неолитическую эпоху. Особенность китайской иероглифической письменности в том, что иероглиф не зависит от диалекта племени, он передает смысл, значение явления. Иероглифическая письменность становится объединяющим началом в Китае, где все народы, говорящие порой на разных языках, понимают письменный язык, общий, и печатный язык, общий для всех этих народов, так как иероглифы – это определенные смыслы. И письменность, она не зависит от региона. Если речевая письменность или диалекты очень сильно отличаются, и северные китайцы могут совершенно не понимать южных китайцев, или есть особый диалект, такой диалект ученых, это, значит, диалект мандаринов, или мандаринское наречие. В связи с иероглифами появляется искусство, новое искусство каллиграфии, которое является важнейшим элементом культуры Китая, потому что ученые, которые были способны каллиграфически четко описать явления науки, но и описывать большие, то есть иероглифы располагались на, значит, на зданиях порой, могли быть очень крупными. И в современном Китае иероглифы носят такое же и рекламное значение, и патриотическое. И эта культура иероглифов сохранилась, хотя видоизменилась под культурой, под пропагандой подразумевается всякая коммунистическая чушь. И вот лозунги таких, значит, вот деятелей современности, в отличие от многих стран, которые, скажем так, с большим неприятием относятся к своим жестоким вождям. Вот, например, в России жестокий Сталин был, скажем так, достаточно осмеян и носит другое. В Китае нет. К Мао Цзэдуну относятся очень положительно, несмотря на то, что там 40 миллионов китайцев были уничтожены, огромная вот эта трагедия культурной революции, уничтожение всего культурного в Китае. Вообще Китай полностью уничтожал собственную культуру. Почему он до сих пор вот как бы отставал немножко, потому что вот эта тенденция уничтожать ученых, когда они разъезжаются по всей планете. И мы знаем, что китайская диаспора есть и в Соединенных Штатах, и везде. Она, конечно, не несла положительного эффекта, хотя несла культуру Китая на всей территории планеты. Основой китайской цивилизации была наука.
Наукой занималась высшая каста или высшие чины Китая. Это жрецы, чиновники. Позднее их называли мандаринами. Вы знаете это слово как известный китайский фрукт или язык элитарного народа маньчжур. Маньчжурия – это отдельная тема, отдельное государство. Это наречие мандаринов, маньчжурское. И язык, так скажем, ученых и литературный язык. Хотя существует упрощенный язык и прочее. Вообще культура Китая, конечно, достаточно сложна. И корнями она уходит в религию. Изначально религия – это Лао Цзы и Конфуций. Это основоположники двух главных учений в Китае – даосизма и конфуцианства. Оба жили в первом веке до нашей эры, во времена династии Чжоу, когда архаические культурные ценности утратили свой авторитет, и в мире воцарилось право сильного. Главной книгой конфуцианца является Лунь Юй «Суждения и беседы». Они как раз противостоят вот идеям враждующих государств. Во многом конфуцианство, буддизм, они очень миролюбивые, и они присутствуют в идеях китайского народа. В отличие от страшных религий, допустим, воинственного ислама, шиитов или христианства с крестоносцами и массовыми убийствами, и борьба, допустим, гугенотов-католиков, то есть религия убийц. Конфуцианство не носило такого вот явления и является более, среди мировых религий, более таким мирным. А потом пришел буддизм. Еще о самом ярком взлете культуры в Китае. Это период, как я рассказывал, Цинь Шихуанди. Он объединил Китай, что породило много положительных и отрицательных явлений. Ведь объединение никогда не происходит мирно. Очень часто это завоевание, это убийство. С одной стороны, это уничтожение огромного количества военных, кроме собственной армии, а также создание инфраструктуры. Что здесь плюс, что минус, решаете сами. Но отсутствие вот такой воинственной, огромной воинственной новоклана, оно в каком-то смысле сыграло положительную роль для создания инфраструктуры, дорог, единой унифицированной письменности, развитой науки, строительство Великого канала. Вот что явилось взлетом цивилизации Шихуанди. Великого канала, он огромен. Были какие-то успехи у европейской цивилизации, небольшие акведуки, небольшие империи, но в Китае это приобретало совершенно потрясающий, совершенно величественный, грандиозный характер, когда переделывались целые огромные регионы и ландшафты. Была создана разветвленная сеть водных дорог, значит, дорог наземных, а также была создана Великая Китайская Стена. Ее смысл разнообразен. С одной стороны, это и приостановка каких-то вот движений сухих ветров, с другой стороны, это защита от кочевников, и прежде всего монгольских кочевников, что в принципе было очень верно, потому что в конце концов монголы завоевали Китай, создав Золотоордынское ханство с столицей в Пекине. Столицу в Пекине они, в общем, это сделали просто. Они обошли всю Китайскую стену с другой стороны, так как кочевники очень быстро передвигались и, в общем, конечно, смогли это все преодолеть. Но величие Китайской стены никак не преуменьшено, потому что Китай за стеной жил совершенно миролюбиво, тихо и развивал науку, культуру и искусство. Теперь Китай при династии Хань.
Здесь Китай становится более открытым, начинается активное, начало активных торговых связей по Великому Шелковому пути и контакты с внешним миром. Изобретение бумаги, которое сделала Цай Лунь в 105 еще году, говорит о распространении вот артефакта, о распространении бумаги разнообразного значит, содержания по многим странам Европы. В дальнейшем, когда империя, несмотря на то, что империя была завоевана и императором стал известный всем великий император, создавший грандиозную империю Чингиз хан, и его внук Джучи, и создавший империю, огромную Северную империю, Улус Джучи, ну то, что современный называется Советский Союз. Все, и все эти шелковые пути, все это движение из Китая, науки, культуры, движение пороха, движение, хотя в Китае, в общем-то, порох носил более развлекательный характер, это были петарды, это были религиозные какие-то вещи, но в Европе он превратился в боевую силу. И эпоха Хань – это завершение развития в древности. Следующий период – это искусство раннего Средневековья с 2020 по 618 год. Проникновение буддизма и махаяны в Китай. Начало возведения буддийских скальных монастырей, пещерных храмов. Иногда возникает такое ощущение, что Китай всегда был буддийским. Это особый вот такой взлет этих храмов пещерных. Это 353, прошу прощения, 366, небольшой период. Здесь была создана пещера 1000 Будд. Появляются пагоды, мемориальные памятники в честь деяний Будды, большая пагода диких гусей в Чань-Ане, а также более поздние пагоды, железная пагода в Кайфэне. Кто такой Будда? Это Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, так называемый пророк, наподобие пророка Заратустры. Это человек, который, в общем, пытался отказаться от своего царского, значит, предназначения. Он хотел нести добро, и в этом смысле, конечно, явление положительное. Но в сердце, в целом, все пророки – это какие-то вот так более-менее неудавшийся погонщик верблюдов и торговец один. Не будем говорить, что на меня никто, верящий в богов, не показывали пальцами. Или, допустим, незаконно рожденный сын Марьям или Мария, незаконно, ну, знаете, на кого намекаю. Вот также и этот, как бы, неудачливый монарх. Все это ребята достаточно, ну, в каком-то смысле они пророки, в каком смысле они неудачники. Когда человек ничего не может сделать путного, он становится пророком. Вот такое у меня было ощущение. Хотя китайцы, в общем, очень глубоко верят и в буддизм, и Конфуцию, и во все это. У меня было ощущение, что большинство из них все равно абсолютные, как бы, вот, не безбожники, а, скажем так, атеисты. Потому что вот это вот период коммунистический, он и до сих пор ведь продолжается. И, естественно, вот какая-то очень сложная система, при этом все это уживается. И вот этот самый, значит, коммунизм и прочее. Теперь о Шаолине несколько слов. Пагода монастыря Шаолинь. В этом месте еще в начале V века появился даосский монастырь, где обитал Коу Цянь Джи.
Однако позднее гонения на даосизм монастырь заняли буддисты. Нельзя предполагать так, что даосизм и конфуцианство, они, в общем, постоянно в Китае были приняты. Нет, были различные периоды гонений, изменений. Сложно все это рассказать в одной лекции. Основан храм, буддийский монастырь в 495 году при поддержке императора Сяо Вэньди. Это династия Северная Вэй. Индийский буддийский монах по имени Бхарда, он приехал в Китай и основал эту конфессию, которая активно распространилась по всему Китаю. И буддизм также присутствует в Китае. Хотя в Китае присутствуют до сих пор все религии, включая ислам, потому что был целый период великих моголов. Моголы приняли ислам и управляли Китаем. И вся элита была мусульманская. Вот представьте, огромное население 1,5-миллиардного Китая – это ислам. И при этом эти же люди как-то верят и в Будду, в Сиддхартху Гаутаму, Шакьямуни, и в других богов. О Шаолине, конечно, вы знаете, через великих монахов Шаолиня, через вот это вот учение Бодхидхартмы, который передал монахам Шаолиня очень сложный и интересный метод, который в корне изменил течение их буддийской практики. Наряду с этим они получили способы совершенствования, самосовершенствования, способы медитации и поддержки физического здоровья. Это своеобразные асаны. Ну, Индия вообще создала для мировой цивилизации очень многое, в том числе и искусство медитации. Это еще и Так, ну это я расскажу в другой лекции про Индию. О Китае, что можно еще сказать важного? Да, Шаолиньский монастырь и эти бойцы, монахи, которые голыми руками могли побеждать какие-то армии, это все реальность, но насчет левитации, то есть умения летать и все прочее, это, конечно, как бы вера, когда человек верит в то, что он может лететь, он парит своим духом над пространством. Вот так приблизительно это выглядит в реале. Но дизайнер должен знать о том, что важнейшими элементами этого периода были монументальные скульптуры и рельефы. Появляются первые теоретические трактаты о живописи. В частности, 6 канонов живописи Сэ-Хэ. Это 6 век. Гу Чай-Джи, первый живописец. И самая известная картина, которую вы должны знать, это «Фея реки Ло». Это что-то типа европейской Мадонны Литы или еще других картин Леонардо, которые появились чуть значительно позднее. Несколько слов о классическом периоде. Это правление династии Тан и Сун. 618-909 год. Техника живописи по шелку, по бумаге. Развивается эта культура интенсивным образом, и она становится популярна во многих районах, является предметом продажи, купли и величия этой цивилизации. По шелковому пути шелковая живопись на бумаге распространяется. Но развивается и наука. Наука была зафиксирована иероглифами в таких горизонтальных и вертикальных свитках. 4 драгоценности кабинета. Знаменитого кабинета китайского интеллектуала
который говорит о трех совершенстве. О науке, искусстве, живописи, каллиграфии. А теперь несколько слов о жанрах живописи. Два наиболее известных жанра — это шаньшуй и хуаняо. Особенности архитектуры. Прежде всего, это неприязнь к монументальности, ориентация на структуру, на соотношение вещей между собой. Все соответствует размеру человека и удобству для человека. Преобладание горизонтальных линий, каркасно-столбовая структура зданий. Два стиля архитектуры: северный и северный или дворцовый его называют. Там более крупно все, хотя не так монументально, как это в Египте, вот огромные камни, огромные блоки. Здесь все очень изящно, и очень часто это древесина. И строгий южный стиль, более изящный, более приближенный. Вершиной этого стиля является вот такая очень компактная японская архитектура. Очень все небольшое, очень все приземленное, но при этом изящное, удобное и для жизни человека идеальное. Небольшими элементами декора являются особые структуры. Это крыши. Крыши в южном, допустим, стиле они нарядные, очень изогнутые, с поднятыми краями крыш. Верхние с обилием декораций. Декорированная отделка в архитектуре, символика цвета, наличие золотого, красного цвета. Все элементы архитектуры всегда украшены, и дворцы, и храмы. У них идеально выверенная планировка и убранство. Градостроительство Китая является идеальным во всех смыслах, потому что запланированная совершенная синхронизация по сторонам света, по направлениям ветра, по фэншую, планировка систем ирригационных, то есть стоки воды, движение воздуха. Все является эталоном современного дизайна. Мы учимся у китайцев вновь и вновь. Наличие разных стилей планировки не отменяет того, что все они исходят из двух положений. Человек должен получать очень чистый воздух, очень очищенный, и струи воды, и подземные, и наземные, должны обогащать и очищать человека. Обозначается фэйчжуй двумя иероглифами простые: воздух и вода, и является величайшей наукой, которую мы должны освоить. Теперь символизм. Очень много символов в архитектуре Китая. Прежде всего, символов имперской идеи в строительстве города. У города должен быть центр, у города должен быть план. И в центре должен находиться самые образованные люди, приближенные императора. Города делятся, имеют определенное деление. Обычно это трехчастное деление города на внешний город, внутренний город и запретный. Запретный — это центр с хранением всех важнейших элементов культуры, которые передаются из поколения в поколение. Внутренний город — это место сосредоточения наиболее умных людей, а также иногда и торговли. И внешний город, который тоже является частью всей системы. Несколько слов об архитектуре периода Сун. Это период, когда изящество форм, стройность пропорций является эталонным. Здесь зарождается и ландшафтная архитектура,
которые фактически европейцы заново открыли, подражая в каком-то смысле Китаю. Сады при домах ученого сословия создавались по строгому канону, по строгому принципу. Принцип сообщительности – это тун, здание и природной среды. То есть здание должно общаться с окружающим здание, садом, природой. И выведены законы, нормы, правила, которые до сих пор изучаются, хотя Китай какое-то время, вот коммунистический период, потерял все это, и строились лачуги для нищих, бедных людей. В общем, это, конечно, был период падения, но Китай возвращает все это с двойным усилием. Китайцы изучают, особенно 8 свой век, золотой век иллюстративного письма, изучают своих предков, создают библиотеки, восстанавливают, разрушенные все полностью, восстанавливают все, что сохранились, смогли сохранить, особенно которые уехали, образованные китайцы из Китая во время этих культурных всяких революций и всех этих самых хунвейбинов, которые буквально убивали профессоров, ломали пальцы великим музыкантам, там у них были свои пианисты, а ты играешь на европейских инструментах, все, значит, ты враг Китая. Ну, вот такие вот вещи. Они изучают свое иллюстративное письмо. И Ван Вэй, родоначальник монохромного пейзажа, для них сейчас является образцом. Они учатся, возвращая все свои ценности вновь. По мнению китайских ученых, почти все, что создано на Земле, это берет свое начало в Китае. То есть медицина – это все Китай, наука, выплавка металла. Все, что знают в мире, сделано в Китае. Вот такой перегиб существует. Ну, здесь есть, конечно, какая-то доля справедливости. Действительно, медицина в Китае самая древняя, и самые древние китайские врачи еще в VI-III веке до нашей эры, это задолго до всех греков и римлян, применяли иглоукалывание, прижигание. Откуда греки все это получили? Ну, естественно, вот с этих восточных, индийских, китайских трактатов наверняка, потому что приходили греки, Македонский пытался завоевать Индию, но получил оттуда огромное количество ученых и все прочее. То есть здесь связь явно прослеживается. Ну, а иглоукалывание древних китайцев мы знаем, сейчас у нас здесь есть как бы подражатели, но это всегда, все, конечно же, не имеет никакого отношения к реальным картам организма человека, которые в значительной степени утрачены, сейчас восстанавливаются, к системе прижиганий или вот таких вот воздействий температурных на организм. Это все восстанавливается. В древности китайцы делали сложные операции с применением антисептиков, чего не было в Европе. Если вы вспомните, даже арабы через тысячу лет смеялись над европейцами, которые грязными руками, без антисептической обработки, пытались сделать операции, ну и кончались, конечно, смертью. Вот. Китайцы делали это очень давно, то есть до нашей эры. И в III веке до нашей эры относится применение знаменитым врачом Хуато местной анестезии. Обратите внимание, анестезия при полостных операциях. Уже в IV веке до нашей эры китайцы делали специальные печи для выплавки железной руды. Умели получать не только чугун, но и более сложные металлы, железо. Они раньше других народов мира подошли к выплавке стали. Хотя по-настоящему сталь, конечно, появилась позднее. Мы знаем такую дамасскую сталь. Это уже арабы делали. Китайцы усовершенствовали плуг, создали механический двигатель, используют силу падающей воды, разнообразные водоподъемные насосы,
арабы контактировали с китайцами, и, конечно же, в значительной степени вот перенесли все это в европейскую часть Земли. Выдающимся гидротехническим сооружением, как я уже начал говорить, является Великий Китайский канал, построен в цинскую эпоху. Это 3-2 века до нашей эры. Он непрерывно развивался, разветвлялся. Этот канал достиг 32 километров и объединил реки Хуанхэ и Янцзы. Вернусь еще раз к китайской стене, которая возводилась с 3 века до нашей эры. Постепенно на месте древних укреплений, которые существовали еще с 5 века до нашей эры. А это, в общем, синхронно с древними греками, вот, которые создавали какие-то вот, значит, здания, но они по масштабам, конечно, значительно отличались. Масштабы преобразования природы китайцами были совершенно, значит, потрясающие. Они поражают мир до сих пор. Ведь китайская стена — единственное сооружение, которое хорошо видно из космоса, рельефно видно. А вот эти акведуки, которым гордились греки, ну, они чуть маленькие такие, совершенно никчемные явления, хотя, в общем, для европейской цивилизации, конечно, это достижение. Во 2 веке до нашей эры были составлены трактат «Математика» в 9 книгах. Своего рода руководство для землемеров, астрономов, то есть вот этих ученых и чиновников, которые и управляли, собственно, Китаем. Осознание особенностей внутренних пространств, создание позитивных изменений в жизни людей также пришло из Китая. Вот это вот в основе фэншуя лежат понимание, что окружающее пространство непрерывно и постоянно воздействует на человека, на его здоровье, на его психическое состояние. И вот это заложено в таком вот знаменитых трактатах, которые мы сейчас изучаем. Это величайшее достижение для этой древней цивилизации. Китайский стиль достаточно самобытен и стоит в каком-то смысле особняком среди этнических ландшафтных интерьеров. В китайском саду очень трудно проследить, где заканчивается естественное и вступает в свои права искусственное, выдуманное. То есть искусственное, оно как бы приспосабливается к естественному, с сохранением всех элементов. Главное руководство к действию – это учение, о котором я уже говорил. Ветер и вода, фэнь и шуй, 2 иероглифа. Называется оно геомантия, наука о символическом освоении пространства. Цель фэншуй – поиск и активация благоприятных потоков энергии ци. История фэншуй началась с книг китайского мастера геомантии Ян И, описавшего в теории ведение домашнего хозяйства. Как сделать, чтобы все было идеально, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы было гигиенично, стерильно, чтобы чтобы душа человека была всегда в прекрасном состоянии. Впоследствии эти книги стали основой вот этого знаменитого учения в Китае, который до сих пор восстанавливается, он дополняется. Изначально фэншуй не имел никакого отношения к этим вот статуэткам, талисманам, потому что он был основан лишь для управления потоками энергии. Но современный вот фэншуй, который как бы популярный, особенно в Соединенных Штатах, там морочит голову всякими талисманами и прочими вещами, это уже коммерческий фэншуй, он имеет особое положение. В середине 80-х символический, эзотерический фэншуй стал популярен во многих странах, ну, особенно в США. Появились преподаватели фэншуя, такой Томас Линь Юй, да, обратите внимание, да, это уже человек, родившийся в США, который не мог принять это, а потомок тех великих ученых, которые эмигрировали из США,
и из Китая в период вот этих всех страданий китайского народа, коммунистических, я бы сказал, страданий, он продемонстрировал пространство зоны фэншуя. Я не буду об этом рассказывать, вы найдете все это в интернете. Все это в каком-то смысле коммерческая такая вот способ ну, зарабатывать, что ли. К ним прилагается вот якобы древние традиции. Ну, он потомок, в общем, этих традиций, наверное, что-то понимает, поместив в определенные статуэтки, амулеты, талисманы и другие символы фэншуй в определенные места, ты получаешь как бы дополнительную энергию ци. Ну, в общем, все это и сложно, и достаточно трудно доказуемо. В таком измененном виде фэншуй присутствует в Российской Федерации. И, конечно же, это же не тот фэншуй, который настоящий. Я всегда повторяю в своих лекциях, что греки современные не имеют никакого отношения к древним грекам, что современные китайцы не имеют никакого отношения к этим древним ученым и древним китайцам, потому что современные китайцы это скорее крестьяне, которые пришли к власти и, в общем, конечно же, не несут вот ту энергию и те великие генетические великие знания, но они пытаются их как бы воссоздать. Они пытаются восстанавливают это, и при создании компасов такая лопань, вот, пожалуйста, я сейчас покажу вам, где каждое из направлений, которым соответствуют зоны фэншуй, обладает своими свойствами. И человек должен понимать, в каком направлении нужно обратиться, получив тот или иной значит, импульс энергии. Каждое направление имеет свой цвет. У компаса лопань деление может быть от 4 до 360 значит, вот, элементов. Ну, 360 это практически градусы. Вы хорошо знаете деление окружности на градусы. Эти деления определяют местоположение и вид энергии. Кроме компаса лопани есть также символы фэншуй, такие как иероглифы фэншуй, статуэтки дракона, трехлапая жаба, статуэтки Будды, черепахи, талисманы, монеты, денежные дерево, бамбуковые ветки и всякая вот такая вот внешние элементы этого загадочного древнего явления, которые якобы активизируют с помощью... Ну, я смотрел все это, будучи в Китае, мне это все было... Я скептик по натуре. Я вообще всегда смотрю, да так, да, вот да, чувствую. Почувствовал ли ты дыхание, допустим, это? Да, почувствовал. Вы знаете, это может быть религия. Это своеобразная религия. Вначале нужно не знать, как это работает, а верить в то, что это работает. После этого ты почувствуешь дыхание энергии Ци. Вот. Ну и, естественно, несколько слов в завершение о ландшафтном дизайне. Именно в ландшафтном дизайне фэншуй и вся эта наука, она наиболее активно используется. Здесь нужно понимать, как расположен участок, низкие части низины, холмы, где должны быть расположены озера. Ведь планета, она формировалась многие годы, и естественным образом созданные озера, водоемы, ручьи, они являются частью души Земли, а значит, они соответствуют фэншую. Вот, есть непременная деталь в, значит, ландшафтном дизайне. Это мостики, на которых может концентрироваться энергия, и лестницы. Их красят в сочные цвета, красный, желтый. Это дань традиции. Красный, золотой. Делаются они из дерева предпочтительно. Вы можете изучить все это, потому что вот у меня есть наработки, потом как делать, оформлять по фэншую, значит, ландшафтные композиции,
чтобы они, во-первых, нашим заказчикам понравились и чтобы они работали в каком-то смысле. Ну вот, в целом, значит, история Китая, история Китая это все. Хотя в этой лекции я не могу охватить и рассказать о всем, потому что китайский дизайн, он и хаотичен, и означает произвольную расстановку элементов. И у них есть число углов порядка, такие вот всякие понятия, как планирование, сектора, цвета. Ну, здесь я могу только показать вам схемы какие-то, потому что времени, в общем-то, нет. Добавлю только, что огромное значение имеют ограждения, врата, их не должно быть видно, значение цвета. Ну, я, видимо, о Китае и китайском костюме сделаю отдельную еще дополнительную лекцию, не в рамках общего курса, значит, истории дизайна. На этом все. Большое спасибо. До свидания. До новых встреч.